Около 50 человек собрались вчера в селе Аксай Баткенской области Кыргызстана на границе с Таджикистаном, требуя дать информацию областных и районных властей о решениях, принятых по приграничным вопросам. Протестующие заявили, что нижнее пастбище под названием Тандыр к востоку от села Капчигай охраняется таджикскими пограничниками и что аксайцев не пустят в этот район. По словам местных жителей, земля уже используется гражданами Кыргызстана и охраняется кыргызскими пограничниками. Мы до сегодняшнего дня использовали эту землю. Акимы говорили и решили, что эта земля принадлежит Таджикистану по карте с 1989 года. Жители Таджикистана пасут скот. Солдаты чуть ли не до нашего порога доходят. По словам местных жителей, таджикская сторона ввела свои войска, аргументируя это тем, что пастбище на земельной карте принадлежит им. Митингующие требовали вернуть пастбище или освободить 600 гектаров земли в Бакайском районе села Аксай. Они отметили, что земля использовалась таджикской стороной незаконно. Член общественного объединения «Границы» заявил, что если земля принадлежит таджикской стороне, то и таджикская сторона, которая вошла в Кыргызстан на карте, также должна быть выслана. Эти земли пока непонятно кому принадлежат. Земля есть, но там проживают граждане Таджикистана. Были поселены очень плотно. Построили дома, но по карте эти земли принадлежат нам. Есть земли, которые стоят свободно. Сейчас карта может показывать неправильно. Есть жители Таджикистана, проживающие на наших землях. Мы сейчас ничего от них не требуем, чтобы они землю отдали, места освободили. Они же, в свою очередь, проявляют агрессию, несмотря на то, что живут на наших землях. Мамат Айбалаев, бывший губернатор Баткенской области, сказал, что спорные пастбища были переданы таджикской стороне в 1950-х и 1960-х годах из-за неправильного распределения. Однако эти территории всегда принадлежали кыргызской стороне. Если бывший губернатор Баткенской области быстро не решит пограничный вопрос и не прояснит спорные участки, есть риск потерять хорошие участки. Таджики занимают наши земли, переходят на левую сторону, дошли до Бакая. У них на это нет никакого права. Это земля кыргызская. Почему им дают такую возможность? Жители Баткенского района уже переселяются в Чуйскую область, в Бишкек, в Россию. Аким Баткенской области Каланбек Маркаев сообщил, что по данному вопросу была проведена встреча с руководством таджикского города Исфара, но консенсуса достичь не удалось. Официальный Таджикистан пока не комментирует этот вопрос. Мы подняли все проблемы. Я сказал все губернатору Баткенской области о проблемах делимитации и демаркации. В южном регионе есть свой представитель, который решает приграничные вопросы. Мы ничего не можем сказать, пока не закончится делимитация и демаркация. 10 февраля на сайте Министерства иностранных дел Таджикистана на кыргызско-таджикской границе было размещено заявление, в котором отмечается, что делимитация и демаркация границы не завершены и переговоры продолжаются в МИД Таджикистана. Также отметили, что информация о том, что истоки канала Торггуль была передана Таджикистану, не соответствует действительности и предупредили, что такие неточные заявления некоторых политических деятелей Кыргызстана могут усугубить положение братского населения, проживающего в приграничной зоне. Айджан Аманов, Тыштыкольбаев, Нью ТВ.